Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашем библиотечном проекте «30-летию независимости. 30 книг» в рубрике «Переводы» в 19 выпуске мы представляем вашему вниманию книгу Орхана Памук «Менің атым Қырмызы. Имя мне Красный», которая вошла в топ 30 избранных произведений акции «Одна страна, одна книга». Сегодня с вами я, библиотекарь Центральной районной библиотеки города Абай Адильбекова Тюльтай Заркимовна. Книга была опубликована в 1998 году и принесла писателю всемирную известность. На казахский язык книга переведена журналистом Амангельды Курмет. Ферит Орхан Памук родился 7 июня в 1952 году в Стамбуле. Там он провел почти всю свою жизнь, не считая 3 лет в Нью-Йорке. Писатель известен своей родной Турции и за рубежом. Его произведения переведены более чем на 64 языка. Орхан Памук – лауреат нескольких национальных и международных литературных премий. Основные темы творчества писателя – конфликт и антагонизм между Востоком и Западом, ислам и христианство, традиции и современность. Действие почти всех романов Орхана Памука происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший рассвет и печальные сумерки упадка, а главное, ставшим своеобразным местом встречи Востока и Запада. Именно эта встреча и лежит в основе знаменитого романа. Третий стих эпиграфа этой книги, стих 115 суры Аль-Бакара, звучит так: «Восток и Запад со всех сторон принадлежат Богу». Действительно, в этой книге есть спор между Востоком и Западом. Есть несколько красивых восточных историй. Действие романа разворачивается в Стамбуле, столице Османской империи. Конец XVI века, эпоха правления султана Абдуллы Хамида II. Необычайную книгу повелел изготовить втайне турецкий султан. Рисунки в ней должны сочетать традиции персидской миниатюры с канонами европейской живописи, дабы поразить европейцев величием просвещенного османского владыки. Но среди художников зреют сомнения. Не грех ли это следовать обычаю неверных? И проливается кровь, окрашивая красным все вокруг. После жестокого убийства одного из художников становится ясно, что продолжать работу над заказом султана смертельно опасно, а личность убийцы можно установить, если внимательно всмотреться в замысловатые линии загадочного рисунка. Страстная история любви, детективная загадка, многочисленные истории, легенды и сказания Древнего Востока, искусно вплетенные в канву сюжета, погружение в тайны мастерства персидской миниатюры, изящное повествование – все это превращает произведение в подлинный шедевр. Эта книга наполнена мельчайшими деталями о традициях, культуре и жизни Османской империи, описанными яркими красками, создающими незабываемое впечатление. Но в большей степени эта книга о творчестве, о турецкой традиции живописи и искусства в целом, о том, как сама турецкая жизнь и искусство изменялись под влиянием европейских традиций, и о людях, пытавшихся способствовать этим изменениям или защитить всеми способами свой культурный мир. Но особенно хочется сказать о цвете, которому отведено, наверное, главное место в романе. Каждая строчка – это рисунок, история, написанная цветом. А знаете, какой цвет самый важный? Конечно, красный. Слышу ваш вопрос. Каково это быть цветом? Цвет – это прикосновение глаза, музыка глухих, слово во тьме. Я так счастлив, что я красный. Во мне пылает огонь, я могуч, я заметен, и знаю, что вам нечего мне противопоставить. Наверное, впервые цвет заговорил со мной. Я почувствовала его власть, тяжесть, силу. Страницы казались красными. Закрывая глаза, видишь красный.
его присутствие во всем, что тебя окружает, и ты знаешь, какая опасность в нем заключена. Только не хочешь это признавать, ведь запретный плод тому, кто не видел красного, невозможно объяснить, что это такое. В 2003 году за роман «Имя мне Красный» Орхану Памуку вручена Международная Дублинская литературная премия. В октябре 2006 года Орхан Памук стал первым турецким лауреатом Нобелевской премии по литературе. Нобелевский комитет вручил премию писателю со следующей формулировкой: автору, который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур. Роман рекомендуем прочитать ценителям эстетики Востока и турецкого колорита, а также всем тем, кто интересуется Востоком ярким и красочным. Уважаемые наши читатели, приглашаем вас стать участниками нашего проекта и обязательно прочитать книгу Орхана Памук «Менің атым Кырмызы». Желаем вам приятного прочтения.